Ровно 70 лет назад 600 человек, студентов, преподавателей и служащих, были призваны и добровольно ушли на фронт защищать Родину. Более 100 человек не вернулось с войны. 21 июня 1941 года в стенах института прошел митинг. Выступающие призывали разгромить проклятого врага. Владимир Александрович Мякинин 70 лет назад вернулся с фронта старшим сержантом. Сейчас ему 97 лет. В Североостинском государственном университете он работал старшим преподавателем по экономической географии. 47 лет он посвятил студентам. Малаканский профессор, так его прозвали студенты, был ходячей энциклопедией. Не было такого вопроса, утверждают они, на который бы он не ответил. Мало кто знает, но в 50-х годах прошлого столетия Владимиру Мякинину, со слов старожилов горного селения Тменикау, удалось записать единственное историческое предание об основателе столицы республики Дзауге Бугулове. Благодаря именно тому материалу жители республики и узнали о том, кто был этот человек. А ведь до этого не была известна даже его фамилия. Прошли десятилетия, но Владимир Мякинин все так же привязан к своим любимым книгам. По-прежнему, сидя за своим любимым письменным столом, он аккуратно перелистывает страницы мирового атласа. Наш институт был отправлен по военно-грузинской дороге в Тбилиси. И там, поскольку немцы уже были в нашей республике, в той части, которую занимали. И чтобы не заняли наш город и наш, как говорится, институт, с тем, чтобы потом все хорошо было. Вуз своего героя не забывает. Ветераны часто навещают студенты и педагоги университета. Память о павших и в честь живых героев сегодня была высажена и аллея 70-летия Победы. Акция студентов носит символический характер. 70 березовых саженцев совсем скоро будут возвышаться в Комсомольском парке в назидание потомкам, за которых 70 лет назад Владимир Мякинин бился насмерть. Фатима Дзываева, Олег Рамонов, Осетия ТВ.